Добрый день, наши дорогие зрители и слушатели канала iNews Ичкерия News. Мы получаем огромное количество сообщений от ичкерийцев, которые поддерживают нас и очень просят не обращать внимания на новую волну нападения троллей. Теперь тролли обрушились со стороны так называемой демократической чеченской партии. Эти люди, умудренные опытом борьбы, умудренные опытом войны, пишут, чтобы мы ни в коем случае не принимали близко к сердцу их оскорбления, которые обрушились в наш адрес, угрозы. Но я хочу успокоить наших дорогих ичкерийцев, наших дорогих братьев, что мы даже и не думали принимать близко к сердцу эти послания троллей и фриков. Мы прекрасно понимаем технологию этой борьбы, мы понимаем, что стоит за этой технологией, мы понимаем, что стоит за этими троллями, и мы знаем идеологов, так скажем, этой демократической чеченской партии. Нам присылают ссылки на их чаты, где они поливают нас грязью. Конечно, мы не заходим в эти чаты, чтобы посмаковать эти послания, потому что у нас нет привычки копаться в грязном белье или в помойке. Но мой пост про демократическую партию, который я опубликовала на Фейсбуке, я видела, что расшарил один из главных интеллектуалов этой партии, главных идеологов этой партии Ибрагим Никархо. То есть он распостил мой пост и написал свой комментарий, который выглядел так. Русня, которая хочет навязать нам в Чечне всемирный халифат, исламские радикалы Курочкины. Ибрагим Никархо, я преклоняюсь перед твоим интеллектом. Конечно, в этот момент, когда Украина сражается, называть украинку русней, это как-то немножко опрометчиво, мне кажется. А во-вторых, параллельно с этим постом я опубликовала дело прокуратуры Российской Федерации 2002 года против Ахмеда Закаева. То есть это такое вот удивительное совпадение, что в 2002 году Путин выступил на международной арене с речью, обличающей всемирный халифат. То есть он предупреждал весь мир, что чеченцы, вот эти самые ичкерийцы, и вот этот самый Ахмед Закаев, который представляет сопротивление ичкерийское, они очень опасны, и перечислил пункты, по которым они очень опасны. Они исламские радикалы и хотят насадить всемирный халифат. И то есть это такое совпадение, когда в один момент Путин произносит эту речь, сейчас вы ее услышите, и в это же самое время объявляет охоту на Ахмеда Закаева, то есть его задерживают во время Всемирного чеченского конгресса в Дании, который Дания поддержала. И даже Расмуссен, премьер Дании, выступил с тем, что он не намерен блокировать, несмотря ни на какие протесты России, блокировать этот чеченский Всемирный конгресс. Но Ахмеда Закаева задержали. Россия предъявила протест Дании, и даже в Москве у посольства Дании были такие вот, вы видели, такие тоже вышли дорогие россияне, вы видели их лица, такие обычные дорогие россияне, которые требовали выдать бандита Закаева России. Кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата, говорят о необходимости убивать американцев и их союзников. Я думаю, что вы из страны, как раз которая является союзницей Соединенных Штатов, вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кефиров, всех немусульман.
Значит, если, то есть крестоносцев, как они говорят. Если вы христианин, вы в опасности. Но если вы решите отказаться от своей веры и будете атеистом, вы тоже подлежите по их рассуждениям и по их установкам ликвидации. Вы в опасности. Если вы решите стать мусульманином, то и это вас не спасет. Потому что они считают, что традиционный ислам тоже враждебен тем целям, которые они перед собой ставят. Вы в этом случае в опасности. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Генеральная прокуратура подготовила и передала материалы Министерства юстиции Дании, касающиеся обвинения и доказательств виновности Закаева в совершении конкретных преступлений. Мы предъявляем ему обвинение в первую очередь в том, что в период с 1991 по 2000 год им была создана банда, численность которой в разное время колебалась от 300 до 1500 боевиков и бандитов. И в составе этой банды совершались как преступления террористического характера, так и общеуголовные преступления. Свой протест против того, что состоялось в Дании, так называемый Всемирный Чеченский конгресс в день траура России, и это недружественный акт Дании к нашему государству, мы считаем так. Во-вторых, мы настаиваем на выдаче преступника Закаева российскому правосудию. Эти действия, которые происходили в 2002 году со стороны Путина, удивительнейшим образом совпадают с действиями и риторикой, и даже текстами Чеченской демократической партии, кто бы мог подумать. Потому что как только Верховная Рада Украины признала факт оккупации Ичкерии, а это шаг на дипломатическом уровне для Ичкерии, это подобно взорвавшейся бомбе, это огромное достижение. И тут же началась атака со всех сторон на Ахмеда Закаева, как на представителя именно государственности. Но интересно, что в этот момент появляется вот эта демократическая чеченская партия, лидерами и идеологами оказываются люди, которых мы прекрасно знали. Дело в том, что риторика Путина совпадает 100% с риторикой демократической чеченской партии, потому что они точно так же упрекают, они обвиняют Закаева в том, что Закаев — это исламский радикал, который хочет навязать Чечне всемирный халифат и шариат. И мы, Курочкины, тоже стали такими же шариатчиками. То есть Ибрагим Никархо обвинил нас с Андреем абсолютно в лоб, что мы, русня, хотим насадить в Чечне всемирный халифат. Так вот, я хочу спросить Ибрагима Никархо и Демократическую чеченскую партию, не является ли спичрайтер, который пишет тексты для них такие интеллектуальные, и для Владимира Путина в 2002 году, если Владимир Путин еще не является членом этой демократической чеченской партии, то, на мой взгляд, надо срочно пригласить Владимира Путина стать членом этой благороднейшей, демократичной, либеральнейшей партии, которая хочет принести свет чеченскому обществу. Вот вы идете туда, то есть демократическая партия, так называемая, идет туда, а мы идем обратно, потому что с троллями мы сражались еще с 2014 года. Мы даже сняли фильм в 2017 году, который назывался «Fake News», где мы, наоборот, пользователей интернета предупреждали, чтобы они не велись так, не принимали близко к сердцу, потому что это же всего-навсего орудие, это инструмент.
с помощью которого, ну, какую-то личность хотят как бы так унизить или хотят ее смутить. Ну, таких, как мы, например, людей, невозможно таким способом смутить, потому что мы видали виды уже в этом смысле. Так вот, обидеть или унизить нас словом «русня» невозможно, потому что, во-первых, мы не русня, а во-вторых, мы граждане Ичкерии. И мы относимся к таким вещам очень серьезно с точки зрения государственной безопасности, потому что Ичкерия сегодня оккупирована, и такие поползновения против государственности – это преступление. Поэтому хотите или не хотите, мы это воспринимаем как защиту государственности Ичкерии. Но обмануть-то на самом деле нас можно, потому что нас и обманули, в общем-то, как ты помнишь. А после того, как ты ответила на пост Аслана Арсуева, в котором он тебе написал, что почему вы, Инна, не говорите про Чечню, вот вы говорите про Грузию, и это действительно было так, да, и написала очень много про Грузию в этот момент. И Аслан Арсуев просто зацепил обычный такой ход. Чеченец оказался немножко Московский. Московский, да. Но действительно разобраться сразу невозможно. И вот поэтому, потому что действительно в этом есть некоторая проблема, потому что в этом работают технологии, в этом работают вполне продуманные схемы, которые не берутся из воздуха. Поэтому мы сегодня решили показать вам несколько, недолго совсем, несколько фрагментов из одного фильма. Вот мы недавно говорили про фильм Невзорова, в котором отрезают голову, ну и так далее. Вот вся эта лабуда, которая такая, ну, малина такая, да, страшная, безыскусная, бесталантная, но при этом такая прямая агитка. Невзоров человек бездарный по сути своей, поэтому вот все, что он смог, то и слепил. Хотя это и было востребовано российскими гражданами в то время, ну, потому что такие, какие есть, такие и есть. А вот фильм немного другого характера. Фильм, который, я не знаю, насколько он был тогда в рейтингах, насколько он был востребован в то время, потому что я, честно говоря, его в то время не видел. Но зато все, кто находился в русскоязычном пространстве, видели другие фильмы этого режиссера. Называются они «Брат» и «Брат 2». Режиссер этого фильма Балабанов, уже он покойный. Но этот человек снял фильм абсолютно на ту же самую тему, а главное, что с теми же нарративами. Разница только в том, что Балабанов режиссер не бездарный, и больше, можно сказать, талантливый режиссер. Оттуда и вся популярность. Кстати, мнение насчет Балабанова было всегда разное. Например, вот часть так называемой демократической общественности, либеральной российской в то время, когда он снял «Брат», очень сильно восстала против Балабанова за некоторые фразы. Там в фильме были фразы типа там «евреев я не очень люблю», да. Там были и другие еще, там «черножопые» и так всякое такое, да. Но гражданам либеральной направленности очень сильно не понравилась вот эта фраза про евреев. И они его назвали юдофобом и, в общем, начали травлю. Справедливо. Справедливо. Но граждане
съели фильм, который снял Балабанов позже. Фильм назывался «Война». Фильм художественный, построен очень, с хорошим сюжетом, все нормально. Только в него напихано такое количество нарративов, что мы вот просто сейчас потратим немножко времени и покажем вам, как эти нарративы выстраиваются. Нарративы, которые были построены ФСБ, или не знаю, где там на Старой площади, кто придумывает всю эту историю. Но они абсолютно все туда запихнуты, в этот фильм. Все. И не так, как у Невзорова, а немножечко тоньше, немножечко специальнее. Так, чтобы вызвать у граждан Российской Федерации сочувствие. Так, чтобы они, в первую очередь, нарратив этот выстраивается так, чтобы не было однозначности. То есть там однозначная задача, цель показать, что чеченец это бандит. И все, что делает российская власть, это правильно. Но специальная игра в этом фильме разыграна так, что у человека возникает сомнение. И главное, что сам автор выстраивает это так, что у него нет ответа на вопрос. То есть у него есть, конечно, ответ, но он все равно это говорит. Кстати, он потом снял такой фильм о фильме, в котором он рассказывает, как это снималось. И, естественно, вначале он очень так артикулируя говорит, что нету правды. Правды не существует. Я говорил с разными людьми, я говорил с чеченцами, и они говорили мне одно, потом я говорил с русскими, и они мне говорили другое. Я так и не понял, где правда. Никто правды не знает. Только Балабанов знает правду, и он в этом фильме ее показывает. Ну, в общем, я вам поставлю сейчас кусочки, которые мы выбрали из этого фильма, чтобы продемонстрировать, как выстраивались эти нарративы тогда, а потом мы увидим, как это стыкуется с современными действиями, абсолютно совпадает. Кинокомпания СТВ, владелец Сильянов, который друг Балабанова, и на его деньги, собственно говоря, снималось. Вот смотрите, вот здесь мы видим знакомое лицо в этом кадре. Вы его все узнали, да, нашего друга, лидера Демократической партии Хусейна Исханова. Интересно, да, появление его в этом фильме. Но еще больше интересно, что когда мы стали смотреть источник этого, вот этих фильмов, этих видео, то мы его не смогли найти в сети, но зато нашли второй ракурс съемки этого фильма. Это очень интересно, потому что действие происходит на площади Минутки в 1995 году, и снимается это на 2 камеры. И каким образом довольно хорошего качества видео не появилось никогда в сети, хотя сейчас практически можно найти все, если где-то было опубликовано. То есть, одним словом, это просто некое замечание. А это главный герой, который воевал в Чечне, солдат русский, попал в плен, и там вся эта история разыгрывается. Вот у него интервью после уже всех этих событий. Фильм очень длинный, и, естественно, мы не собираемся сейчас его весь показывать. Тут просто есть несколько фрагментов, которые интересны для нас. Он попал в плен чеченцам. И вот все, что там происходит в этой ситуации. Значит, это англичане. Действительно играют английские актеры, и это Ингеборг Дапкунайте играет англичанку, которая попала в такую ситуацию. Чеченцы. Первый нарратив, да, чеченцы берут в заложники ради выкупа иностранцев. Абсолютно идущий тогда
идущая история. Вот. Вот они, страшные бандиты. Вот башня чеченская. Хотя снимали все не в Чечне. Один только эпизод в Чечне снимался. Ну, выдается за чеченскую землю. Надо сказать, что главного бандита, чеченского террориста, играет грузин, потому что понятно, что ни один чеченец не согласился бы сниматься у Балабанова. Но Балабанов признался, что у него были консультанты, чеченские боевики, которые участвовали в Первой войне. Интересно, кто эти люди? Ну и вот следующий нарратив — отрезание голов со смаком. Ну, в общем, тут почти как у Невзорова. Не сильно далеко ушел Балабанов. Вот русские мальчики переживают, как понятно. Ну и вот. Вот это абсолютно уже невзоровский кадр, но, наверное, это единственный кадр во всем фильме, который... Ну вот видите. Ну, сюжет, да, сюжет. Бандиты, чеченские бандиты схватили русских солдат, каких-то там месть за то, что убили его брата. Все укладывается вот в эту историю, да, ну история. Да? Ну, этого показалось мало. Вот. Теперь, значит, показывается главный герой, вот этот Аслан, который, вот Аслан у них в этом фильме, боевик, бандит, который вот занимается продажей людей. То есть он не просто идейный. Там был кадр, я его просто не взял, потому что там вот этот мальчик, солдат, он говорит: я понимаю, если бы Басаев это там, но это же не Басаев, это же просто... Вот теперь слушайте нарратив. Брата моего расстрелял. Я его в Ростове нашел. Он еще много мусульманов правоверных убивал. Ассаламу. А кому такой нужен? Контрактник. За водкой пошел. Война идет. А он пост бросил. Хорошо это, Иван? Ну, естественно, наркотики. Все делятся. Курят. На пастухов и баранов. Кто дает себе пасти резать бараны? Русские. Есть среди вас люди. Вот, видите, как? Я под Верхоянским видел одного на зоне. В законе сильный как Нохчак. Если бы такие Россией бы управляли, могли бы война победить. Но такие мало у вас. Вы глупые и слабые. Как я с вами дураки? Аслан, постыш проверить финал, шарик нормально, да? Украину отдали, Казахстан. Полстраны отдали. Просто так. Скоро Дальний Восток Китай заберет. Вот вы со мной воюете. А у меня в Москве гостиниц, 3 ресторана, 4 бригады, Питер, Москва, Самара. Я русских даю как гость. Они еще мне бюджета деньги дают. Не знаешь. Потому что ты не за Родину воюешь. А воюешь, потому что тебя пригнали как баран. А я предков своих до 7-го колена знаю. Я потомок Юрида, Хаджи, Казы. Он 150 лет назад ваших резал. Это моя земля. И я буду чистить ее от собак неверных. Пока до Волгограда ни одного русского не останется, понял? Ну, согласитесь, что это абсолютно классический прием русской литературы, да, когда ставится неоднозначная позиция, то есть устами
главного героя этого фильма, одного из главных героев этого фильма, высказывается как бы справедливое мнение, да, про русских. Так, чтобы завоевать наше внимание и создать достоверность. То есть вот этот бандит, он говорит вполне как бы разумные вещи, да, ну потому что, ну а что, не так, что ли? Так. Сильные только на зоне. Да, сильные только на зоне, вас будем резать, это наша земля, это вы пришли, захватили, русские вы пришли к нам, захватили, а я Нохча, и я имею право вас резать. То есть вот так выстраивается... Нет, и главное, что до Волгограда мы дойдем, и ни одного русского не оставим. И это же в головах такая села у русских людей. Да. Не, ну и главное, вот этот принцип, абсолютно художественный, абсолютно литературный, как внедряться в сознание человека неподготовленного. То есть если человек не знает истории и не знает, что там происходило, а ведь большинство, поголовное большинство русских ничего не знало, не в смысле не знало, потому что они знали, только не хотели знать, не хотели понимать, что там происходит. То есть, ну, достаточно было просто примитивной пропаганды с газеты и телевидения, состряпанные российскими журналистами, чтобы удовлетворить их потребности. А в принципе, в общем, большинство жило, не думая ни о чем, и абсолютно пофиг. Ну вот это пропаганда следующего уровня, когда внедряется мысль путем проговаривания каких-то вот таких более-менее осмысленных фраз. Вот следующий нарратив. Да, там было много нарративов подряд, да, выстроенная целая цепочка. Они, ну, я думаю, что объяснять не надо, потому что все там понятно. Важна сама технология, как внедрять этот нарратив. А вот прямой нарратив. Отрезание пальца. Я заплачу! По законам шариата отнимать деньги у евреев на ведение дальнейших боевых действий считается законным. Пока вы не будете платить, мы будем отрезать вам пальцы. Мы сейчас вернемся к шариатам закону, да, но тут проговариваемое абсолютно это то, что звучало тогда в эфире. Это же 2002 год, да? На самом деле это в рамках той кампании, о которой мы говорили, кампания Путина, да? Это то же самое. И, естественно, вот этот шариат, закон шариата, это то пугало, тот плакат, который тогда не сходил с экранов российского телевидения. Все время показывали, да? Но мы уже об этом рассказывали. И это одно из оружия, из одного инструмента, которым пользуется сейчас наша демократическая партия чеченская. Но мы еще вернемся к этому. Вот еще один эпизод, это, конечно, яма, да? Зиндан, как они называли. Это яма. И там вот этот прекрасный актер, которого, наверное, сложно узнать, но это Бодров, который снимался в «Брате», и вот он тоже в этом фильме, в котором Балабанов рассказывает, как они снимали этот фильм, он, значит, рассказывает со смаком, как они устраивали этот Зиндан, да, что он говорит, ну, там яма была вполне приличная, все было хорошо, но туда специально насыпали, значит, грязи, камней острых, и все время поливали водой, чтобы создать ощущение ужаса. А вот наш друг Хусейн Исканов, он в интервью «Медузе», ну, такому либеральному изданию со сомнительной репутацией, он рассказывает тоже об этом же. Давно еще совсем много лет назад. «Медуза» берет у него интервью, и он рассказывает, что, ну, да, вот брали чеченцы русских военных в плен, держали, потом ждали выкупа, но в ямах они их не держали, они их приглашали к себе домой, и эти жили у них как гости. Заметьте, как все замечательно складывается. Не, в ямах не держали, просто брали. Ну, это брали. Вот эта яма, это слезливый эпизод с русскими солдатиками, офицером, это англичанин сумасшедший. Ну, это героиня, которая останется в яме.
вот этот актер английский, он действительно англичанин, он приехал специально на съемки, и Балабанов говорит, что он бы, конечно, 2 англичан взял, но денег не хватило на 2 заплатить. Так вот, но Балабанов ему, для того, чтобы он вошел в образ, и чтобы почувствовал себя нормально там, в этой всей обстановке, он сначала ему специально очень долго крутил всякие пленки с отрезанием голов, документальные съемки. Ну, понятно, что это, откуда он мог взять это все, эти пленки? С одного такого места, из Лубянки. И понятно, что вообще все это организовано было на деньги конторы, хотя, наверное, и этот Сельянов тоже участвовал. Но там уже не разберешься. У него на самом деле ведь дружки. ВДВ в основном. Да. Поэтому... ВДВ и настоящие бандиты. Как вы знаете, в нескольких фильмах у него принимали участие настоящие бандиты. То есть фильм «Кочегар», фильм последний его «Я тоже хочу», там снимается вот настоящий бандит. Художественный образ, это художественный способ работы Балабанова. Он считал, что все должно быть до последней степени достоверно. То есть он кадр выстраивал так, чтобы он был абсолютно достоверен. Этому бандиту тоже очень приятно было играть. Он бравировал тем, что он настоящий бандит, убивал людей, нормально, вот все достоверно. Вообще Балабанов стремился брать не актеров, то есть он, конечно, брал актеров, но он стремился брать как можно больше не актеров, потому что принцип, его творческий принцип, это ведь не актерская игра, а режиссерский фильм. То есть, где актер просто некая статичная фигура, которая чем меньше говорит, тем лучше для Балабанова было. Поэтому там все проходы, молчание, механические голоса. Да, механические голоса. Это его принцип. И тут очень интересный феномен сращивания вот этой художественной интеллигенции российской с бандитами. Это нельзя мимо этого пройти, потому что вот это романтическое увлечение бандитами, оно присутствовало практически везде. Вот это ощущение близости к бандитам. Потому что тяжело быть близким Балабанову, например, каким-то партийным там, не знаю, функционером или комсомольцем. Да, это как бы не очень. Вот как либеральная интеллигенция не очень, что евреев не любит он, а ему не очень было бы с комсомольцами там, или еще с кем-то иметь дело. А вот с бандитами очень хорошо, потому что он чувствует силу, он чувствует как бы настоящесть в них, в этих людях. И это вся и есть история России. Ну, на самом деле мы ведь об этом и говорили, что ни один шаг, ни один живой человек в то время в Москве и Питере, он не представлял из себя просто самостоятельную фигуру. Либо это алкаш и совершенно вот такой списанный индивидуум, либо это человек, у которого есть крыша бандитская. Иначе никак. Ну и вот последний эпизод, чтобы вас долго не мучить, уже, вот, собственно говоря, сама эта интеллигенция, да, вот он, Балабанов, и показывает, да, ее как бы, просто прямым текстом, да, вот смотрите, значит, это уже вернулся солдатик из плена. И что же он там делает? Да ничего, сидит, обмена ждет. И чего же его не меняет? Мама. Ну просто чеченец был приговорен к смертной казни. Вот. Ну а потом мораторий, все такое. Ну, он особо опасный преступник, и МВД не хочет его отпускать. Ну, тянут и тянут. Ну чего же они тянут? Мама, сходите, поставьте еще чай. А что, мама, чего тянут? Зачем вам нужен этот чеченский бандит? Если его все равно расстрелять хотели, я не понимаю. Вот я всегда говорила, что ничего хорошего от этих кеков не будет. Я никогда у них мандарины не покупала. Ну вот, собственно говоря, несколько фрагментов, которые мы вам показали. Последний характерный показывает вот это вот настроение вот в этой, опять-таки, ну же видите, да, это какое-то интеллигентное семейство, они совсем не рабочие крестьянские, вот они сидят такие вот в шале, это, все весь характерный образ российского вот этого обывателя, учительницы или кто там еще. Ну и все, и вот этих в кепках, эти в кепке это вообще грузины, да, у нее, наверное, в голове, но у нее все вместе, да, у нее как бы все сошлось в одно общее. Ненавижу черных, вот так они все ощущают себя россияне. И вот этот манифест, да, вот этот фильм манифест российского отношения. Я думаю, что этот фильм сделал гораздо больше зла, чем многое другое. Этот фильм переборщил
и заложил такую ненависть в сознание русских, что он до сих пор, я думаю, что он до сих пор является вот таким эталоном пропагандистского действия. И за это, собственно говоря, автор-то и кончил свою жизнь вот в пьянстве, в полном разложении личности. Потому что невозможно. Никакой талант не спасает человека, если он разлагается, если он идет вот на такие сделки, не знаю с чем, с совестью или просто с дьяволом. Про совесть тут сложно говорить. Но тем не менее, конец такой. Да, этот человек умер в грязи, в пьянстве, в болезни. И ничего, в общем, да, так все и закончилось у него. Накануне он снял фильм вот «Брат 2», где он такую же ненависть заложил против украинцев. И против американцев. И против американцев. Это абсолютно его заслуга. Вот так высмеивать хохлов, да, так вот показывать их смешными и вызывать такую вот прямо ненависть, это его заслуга. Так никто не постарался, как он. Вот она, российская пропаганда. Ну, перейдем теперь к нашим друзьям. Мы же ведь это просто показали как методичку того, как они работают, методичку хорошего уровня. А теперь перейдем на уровень ниже, на простой уровень, на обычный человеческий. Да? Тут нет талантливых людей. Правда, есть идеологи, как ты говоришь, Ибрагим. Замечательно. Ну, мне хотелось бы посмотреть в глаза, да, потому что ведь мы же с ним знакомы. И я, честно говоря, ну хорошо, Ибрагим. Ну вот он написал, что ты втерся к нему в доверие, они нас приняли. Ну так начали-то мы ведь с чего? Что втерся-то в доверие к нам не Ибрагим, правда, а господин Арцуев, используя абсолютно технологический ход, да, вот подействовать. Ну, видите, что Инна вот переживает, да, и что видно, что это, как бы, это слабое звено, в смысле, ну, ментально, душевно, да, человек восприимчив к беде других людей. И тут он, значит, заходит вот таким, а я вот какой красивый, и я, в общем, как бы, вот я и есть жертва. Какая это технология? То есть он мне пишет на YouTube комментарий, что очень грубо на самом деле. Вы настоящий пропагандист. Под моим фильмом о Грузии. Я говорю, как я пропагандист, когда я рассказываю об агрессии России против моей страны, Грузии. Он говорит, а Чечня? И что-то такое, очень, вы такой же, вы ничем не отличаетесь от Скобеевой. И я, конечно, задета. Я знаю, что мы все виноваты перед чеченским народом. Все, да? А он представитель чеченского народа. Естественно, у меня душевное движение. Сказать ему, ну, подожди секунду, ты не прав. Я как раз на твоей стороне. Я очень хочу говорить, просто я мало что об этом знаю. Вот мне рассказал Витаутас Ландсбергис, и я уже была готова об этом снимать. И если вот ты согласишься рассказать мне об этом, мы с удовольствием приедем, где вы там находитесь. И он сказал, да, давайте. То есть мы подружились на Фейсбуке и договорились о встрече в Гамбурге. И он еще такой флер вокруг себя. То есть я такого и не видела, что у него столько охраны, и он находится в таком положении, что вот просто это очень сильно связано с безопасностью, что он не может ни с кем встречаться, но для меня он сделает такое исключение. И вот мы действительно приехали к нему в Гамбург, и мы записали с ним рассказ о войне в Чечне. Ну, то есть это и был фильм для нашего нового фильма про имперскую суть России. Ельцин, Лобов, Грачев, Степашин, Севастьянов, зам Степашина, Егоров, Ерин и другие приняли окончательное решение об оккупации. И 26 ноября была собрана группа людей, которые в какой-то степени были обмануты пропагандой, в какой-то степени такие криминальные элементы, которых вооружили. Около 4000 людей было, так называемая оппозиция, да, и они на танках, на БТРах вошли в Грозный. И сразу надо сказать, что мы работали тогда с американским фондом. Ну, то есть
это такой бренч американского фонда, который был в Румынии. И ребята, которые с нами работали, это молдаване. И они к нам очень хорошо относились, то есть где-то с 17-го года, с 18-го эти ребята открыли новый фонд и предложили нам попробовать вместе поработать. То есть мы сняли вот этот самый сериал 13-серийный «Fake News» о кремлевской пропаганде, раскрыли со всех сторон вот этот процесс пропаганды, как они зомбировали русское население, потому что тогда уже была война против Украины. Мы понимали друг друга с полуслова, очень дружили. И вдруг я получаю от него комментарий. А вы дайте им сало и горилки, они и успокоятся. И тут меня охватило чувство беспомощности. Как же так, думаю я? Я только что видела в прямом эфире, как ребята бегут по Институтской, прикрываясь фанерными щитами, как они прячутся за деревьями. Я слышу выстрел. Я вижу, как один из них падает, и я понимаю, что он убит. Как же так, думаю я? Все же очевидно. Нет, не очевидно. Оказывается, моему другу в Питере показали совсем другую картинку. И в этой картинке фашисты и бандеровцы захватили центр Киева. И этот человек понял, что мы работаем с американцами. И вот мы стали работать с ним, потом мы познакомились с Хусейном Исхановым, стали дружить. Мы сделали очень много интервью. В общем, после того, как мы уже подружились с Асланом и стали уже думать, как мы можем помочь, у нас была идея, естественно, помочь, ну у него как бы была объявлена организация ичкерийская в Гамбурге, и мы думаем, надо помочь. Мы тогда как бы еще ощущали, что возможно это как-то устроить. И первая наша реакция была обратиться во Free Russia Foundation, такая организация американская, которая вроде бы занимается правозащитой, помогает людям, всем подряд. После разговора с ее начальником, главой этого, президентом этого фонда Натальей Арно, мы получили странный ответ такой: не, вы знаете, это не надо, это не ваша тема, вы этим не занимаетесь. Вообще мы занимаемся сейчас подготовкой доклада о Чечне, поэтому не надо, это лишнее. Так подумали, окей, мы поняли, мы уже давно с ними не имеем дела, мы разошлись по этим же соображениям. Но тогда у нас был как бы азарт такой был, да, мы думаем, мы должны помочь этим людям, да, это же возможно. И мы обратились в фонд, который помогал нам тогда снимать фильмы, который, в общем, помогал нам снять фильмы против России, да, при их помощи сняли фильм, назывался «Имперская мгла», там было и про Грузию, и про Украину, про то, как работает имперская система пропаганды и вообще как агрессия ожидает. Мы тогда уже говорили о том, что все это произойдет, то, что произошло через 2 года, через 3 года. Эти люди, которые ты рассказываешь, молдавские молодые люди, которые открыли этот фонд, они восприняли наши слова очень чувствительно. И мы рассказали, зачем, почему, что нужно. И они говорят, давайте нам этого чеченца, мы с ним как-то поговорим, договоримся обо всем. И мы действительно дали телефон Аслану, они с ним связались, поговорили. И дальше произошла странная вещь. Люди согласились и говорят, пускай он подписывает контракт, а он с нами консультируется. Мы говорим, да, конечно, он подпишет. У него есть организация? Да, у него есть организация в Гамбурге. И тут стала проблема. Оказывается, организация-то есть, но ее нету. И Аслан день за днем продолжал говорить, я сейчас веду
регистрацию, веду регистрацию. Но вот они меня не регистрируют по каким-то причинам. Мы сегодня в Гамбурге со Сланом Арцуевым для того, чтобы обсудить и анонсировать то, что мы давно и довольно долго уже прорабатывали и обдумывали. И обязательно приглашать будем умных людей, спрашивать авторитетных людей, заслуженных людей, которые много посвятили, всю свою жизнь, можно сказать, или много времени посвятили для борьбы за права чеченского народа, чеченского государства. После того, как я стала говорить об этой правде, о Чечне, я вижу 3 вида реакции. Первое – подлость. Забыли об этом, с этими людьми ничего уже не сделаешь. Второе – люди некоторые говорят, что это очень больно, это как холодный душ, который, правда, она горькая и больная, но придется эту боль терпеть. И люди готовы дальше терпеть эту боль. Я вижу таких людей. И есть еще категория людей, у которых психологическая защита – это «а что мы можем сделать?». Например, так себя ведут наши коллеги, питерские архитекторы, дизайнеры. Да? Я с этой группой людей пыталась разговаривать. У меня очень плохое впечатление от этих разговоров. Они ведут себя так. А что мы можем сделать? Нам что, идти в подполье, становиться ткачихами и поварихами? Я говорю, не надо вам становиться ткачихами и поварихами. Просто между собой говорите правду, какая она есть. Да. Самое бесценное в этой истории – это правда, все остальное приложится. Затягивать. Так продлилось какое-то время. А проект тоже сформирован, он сложный. То есть там проведение конференции в Гамбурге, создание фильма, под который как раз мы говорим, и проведение круглых столов. Круглые столы, в которых должны участвовать там чеченцы и разные демократические направленности, действующие лица, которые вот находятся в Европе, чтобы обсуждать вот эти темы все заявленные. Но организации так и нет. И тогда этот руководитель этого фонда, он говорит, если вы хотите, чтобы этот проект состоялся, значит, вам придется взять на себя ответственность. Мы взяли на себя эту ответственность. После этого мы проделали всю эту работу подготовительную, которая необходима. И, собственно говоря, из этих денег, которые фонд выделил, мы оплатили все расходы на проведение этой конференции. Авиационные билеты для участников. Дэвида Саттера из Америки. Да. Того же Хусейна Исханова, Саши Сотника, того же Ибрагима, Алви, да. Все эти люди прилетели на самолетах в Гамбург, жили в гостинице, участвовали в этой конференции. Конференция снимала в отеле большой такой зал. Но и этого мало. Мы еще платили зарплату господину Аслану Арцуеву, и Хусейну Исханову, который значился в этом проекте как руководитель проекта. Потому что мы все делаем. И Хусейну Исханову тоже зарплату. И об этом у нас есть документы, потому что это отчетность. Давай мы покажем это зрителям, мы же ничего не скрываем. Показать. Просто после этого говорить, что они нам как-то помогали, и мы втерлись к ним в доверие, но как-то опять, это говорит о их порядочности. Об их уровне. Это их дело, они сами... Просто так, чтобы американцы стали помогать в такой ситуации чеченской организации, это вообще-то большой шаг вперед. И, хорошо, вам помогли, да, мы очень долго пробивали эту тему, действительно. И после этого так поливать нас грязью,
и что-то там про меня рассказывать, как они меня пригласили. Куда вы меня пригласили, когда я вам организовывала это все? Куда вы меня пригласили? Еще смакуют какие-то детали, как я там хотела покрыть голову или не хотела. Ну, то есть такой уровень. И эти люди претендуют на лидерство демократической партии. Это же просто... Вы видели когда-нибудь лидеров государств? Я видела. Welcome to our conference. My name is Inna Kurochkina. I am producer of Medpraat. I am obliged to speak Russian today, so I think gentlemen will help to translate. Добрый день, добро пожаловать на нашу конференцию. Проекте, вот всех этих несчастных небольшой сумме денег, которые действительно просто еле-еле хватило, чтобы все это сделать, там был фильм еще туда был. Фильм целый, документальный большой фильм на 1,5 часа, который был посвящен был независимости, то есть фильм о независимости Чеченской Республики Ичкерия, чтобы рассказать русским, как все это было, как все это происходило, почему они не понимают, русские, вообще, что на самом деле произошло. Это фильм специально для этого снят, мы его сняли. Путину удалось успокоить европейцев в отношении Чечни, представив ее как внутреннюю проблему. И в этом фильме должен был сниматься тогда, ну, естественно, Аслан Арцуев, поскольку мы с ним в этом проекте вместе. И Хусейн Исханов, и тот же самый Ибрагим, и Алви. Все эти люди должны были в этом фильме сняться. И Франческо Бенедетти. И Франческо Бенедетти. И естественно, для нас было пригласить в этот фильм, догадайтесь сразу, кого? Ну вот, когда Инна позвонила Ахмеду Закаеву и договорилась с ним о встрече. Я официально написала, попросила об одолжении, об услуге сняться, что для нас это будет большой честью. И Андрей написал сценарий. Это же очень важная тема, потому что это была табуированная тема, никто не хотел говорить об этом. Табу, понимаете, табу. Ну, и до сих пор табу, никто не говорит об этом. И вдруг такая возможность. Но я сказала, что нам обязательно надо на камеру записать, потому что это все-таки фильм качественный. И он мне ответил так, я могу найти это письмо, он мне ответил так, что да, он соглашается, и он одобрил сценарий, где даже не было никаких у него ремарок, потому что там все четко, Андрей написал такой сценарий, где все четко.
Он сказал, что как только будет возможность мне приехать из Англии на континент, он сразу же даст знать. И через какое-то время он мне присылает сообщение, что 25 февраля, то есть это был декабрь еще, да, декабрь, это перед самой войной. Да, что 25 февраля, в очередную годовщину депортации, правительство Ичкерии приглашает нас с Андреем приехать в Бельгию, траурные мероприятия, памятные, в память о жертвах депортации. И он сказал, что, конечно, вот в связи с тем, что мы увидимся, мы обязательно запишем с вами фильм. То есть я с удовольствием приму участие в вашем фильме. То есть мы уже запланировали поездку в Брюссель 25 февраля 2022 года. Догадываетесь? И тут происходит то, что теперь-то понятно, а тогда было абсолютно непонятно. Аслан Арцуев узнает, что мы собираемся снимать Ахметзакаева как одного из участников этого фильма, и вдруг устраивает какую-то странную, практически истерику. Он говорит, что я не буду сниматься в этом фильме, если там будет Ахметзакаев. Выбирайте либо я, либо он, Ахметзакаев. Странно и непонятно. И начинается вот такая мутная пропаганда, да, история, что оказывается он вообще в опасности. Летом сделали целый цикл, потому что он пустил вот эту вот новость, что на него готовится покушение, Хвостиков. Мы сейчас покажем, сколько мы сняли роликов в защиту нашего друга Аслана Арцуева, и как я пассионарно говорила в том числе. Хвостиков и остальные ФСБшники, если хоть один волос упадет с головы моего друга Аслана Арцуева, тебе не поздоровится. То есть мы настолько втирались к ним в доверие, да, что когда организаторы форума экономического в Карпаче, зная мою работу, мой канал, мою деятельность, пригласили меня выступить и сказали, чтобы я сама предложила им тему. Я сказала, тема может быть только одна – независимость Чеченской Республики Ичкерия. Организатор, которого зовут Григорий Амнуэль, сказал, что отлично, пиши, кто будет спикеры. И я пишу Аслан Арцуев, Хусейн Исханов, Лачид Мамишев, Ефим Фиштейн и Натали Фогель. История была такая, что Григорий Амнуэль одобрил всех людей и прислал им всем ссылки, все люди зарегистрировались, все были спикерами, и вдруг в какой-то момент Григорий Амнуэль сообщает мне, что ничего не получится, к сожалению, и начинает придумывать какую-то, то, чего я очень не люблю. То рассказывает, что это ковид и ограничения спикеров, то рассказывает, что нет номеров, и их надо будет оплачивать. Я сказала, я сама оплачу всем спикерам, потому что я их уже пригласила, со мной так это не работает. Он говорит, хорошо, я скажу прямо, ичкерийцам нельзя будет выступать в качестве спикеров, они могут приехать, но будут в зале. Я сказала, это не пройдет. И, Григорий Амнуэль очень просил не устраивать скандал, пожалуйста, пожалуйста, просто это такая вот щекотливая тема, они приедут, и мы сказали, хорошо. И как раз в эти дни у нас было интервью с Ландсбергисом, мы поехали в Каунас к нему, и записывая интервью, я спросила, что мне делать в этой ситуации, когда вот так поступили в очередной раз с ичкерийцами, сослали их в зал. Он говорит, конечно же, говорить, а я спрашиваю, что будет, скандал, микрофон выключат. Он говорит, Сахарова тоже выключали микрофон, ничего страшного, поскандалить, сказал мне Витаутас Ландсбергис. Вот, и мы все туда приехали, и у нас есть несколько роликов, вы увидите, как себя вел Григорий Амнуэль, когда я попросила слова для чеченцев, вот тогда и выступил Хусейн Исханов, и ему удалось сказать, и Андрей тоже сделал на своей панели, где он был спикером,
Аслана Арцуева, в общем, удалось высказаться. Ну, в общем, если это называется втираться в доверие, то хорошо, пусть оно так и будет, на совести у Демократической партии. Спасибо всем. Дайте слово чеченскому представителю. Я не могу сейчас дать слово, потому что панель закончился. Не могу я сейчас дать. Мы никогда не даем слово чеченцам, никогда. Я просто прошу дать слово. Пожалуйста. Добрый день всем. Я депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия. Но мы вышли в 90-м году, вы о чем хотите со мной поговорить? Вы хотите меня убедить, что мы 300 тысяч лет погибли? Назовите мне страны, которые признали в 90-м году вашу независимость. Грузия? Да. Грузия? Да. Да, и что? И что? Я вам назвал страну? Нет, подождите. Одну. 60 стран? 60 стран ОБСЕ, которые... Ичкерия победила Россию, и был подписан мир между Россией и Ичкерией, как между двумя независимыми государствами. И этот документ есть, он присутствует, он не денонсирован, он есть даже на кремлевском сайте. То есть мы имеем Ичкерию как независимое государство. Была оставлена записка, что исламское государство, ИСИС, ИГИЛ, как я его называю, оно берет ответственность на себя, ну и так далее, для того, чтобы Германия вывела войска из Ирака, Афганистана и так далее. Это были поправки уже в Уголовный кодекс. Абсолютно верно. Теперь, пользуясь любезностью Ирины, она уступает свое место нашему правозащитнику Аслану Арцуеву. Так, спасибо большое. Аслан Арцуев, правозащитный центр Ичкерия, Германия, Гамбург. Тему, которую вы сегодня обсуждаете, она, конечно, очень важная. НКО в России. Закончили сегодня этот форум, да? Все здесь присутствовали, все слушали. И я очень хочу каждого попросить каждого сказать свои впечатления. Все это время, пока мы публично так работали с Асланом Арцуевым и дружили с ним, надо сказать, что я не получила ни одного намека или упрека, или какой-то там, я не знаю, Инна, ты не с теми людьми находишься, да, ты не с теми людьми имеешь дело, ни разу, никогда, потому что среди ичкерийцев это вообще невозможно, это не принято. И вот только когда... Ну, собственно говоря, вот когда я сказала Аслану, что, прости, если ты ставишь так вопрос, либо ты, либо Ахмед Закаев, значит, это будет Ахмед Закаев. И значит, тебя не будет в этом фильме. И в этом фильме у меня 4 протагониста: Ахмед Закаев, Франческо Бенедетти, Хусейн Исханов и Саид Хачукаев. То есть этот фильм, ну, как вы можете догадаться, когда мы должны были встретиться с Ахмедом Закаевым, 25 февраля 2022 года, поездка запланирована, а 22-го полномасштабное вторжение, мы садимся, ну, раньше на день, мы прямо вот утром, когда мы узнали, 5 утра, просто мы сели в машину и поехали в Брюссель. Мы еще записали до встречи с Ахмедом Закаевым такую программу от себя на фоне Европарламента. И на следующий день мы уже встретились с Ахмедом Закаевым. И вот это была вся его команда, правительство, другие ичкерийцы. И я могу сказать, что это огромная, колоссальная разница, о которой даже вот не надо и говорить.
мне все сразу стало. Нам все сразу стало понятно, как нас вели, как нас разводили, как манипулировали. Это противно, это отвратительно. Про то, как была Рубати случайно оказалась в квартире у Хусейна Исханова, когда мы там были, да, какая случайная встреча. Безобразная совершенно сцена. Смотрите, я на проводе, Кадыров меня приглашает, Кадыров, и, собственно, через несколько дней она оказывается в Чечне, у Кадырова на содержании. А Хусейн Исханов сидел как сфинкс за столом. Такой, знаете, в телефоне. Да, это такая особая вещь, когда человек сидит невозмутимо, вот так, да, ну, может быть, такая выдержка, конечно, у адъютанта Асхадова, но он просто ни один мускул у него не двинулся, как будто... Ну, для нас это было довольно так немножко напряженно, да, ну что здесь происходит в этом доме? То, что Рубати вела себя очень вызывающе. Она вела себя, не то что безобразно себя вела. Она нам сказала, не работайте с Ахмедом Закаевым, она нам очень порекомендовала, она говорит, вы такие молодцы, вы все правильно делаете, вы такую работу, то есть вот этот элемент лести, да, и работаете со Асланом Арцуевым, вот это правильно вы делаете. Ну, это была ошибка. Это была ошибка компании, потому что на самом деле это было последним таким сигналом для нас, что мы уже поняли, что не туда дело идет, не туда, абсолютно куда надо. Перебор такой произошел. Как бы в то же время, имея вот этот финансовый, все, вот этот потенциал, я бы, например, из каких-то толерантных шведов, швейцарцев тоже мог бы сделать бы каких-то убийц или, я не знаю, радикалов, кого угодно. Тем более, когда мир как-то перед всем миром, да, или Путин является рукопожатным вот этому всему миру. То есть вот эти двойные стандарты лицемерного мира. Вот как-то так. Потом у нас еще была с тобой последняя попытка, наверное, это была моя уже как бы вина. Мы еще раз встретились в Вене с Хусейном Исхановым и пытались ему предложить от себя, просто мы как бы, оставалось как бы еще такое ощущение, что человек-то заслуженный, он действительно заслуженный человек, никто же это не отрицает. И мы ему говорим: Хусейн, ну ведь в Украине сейчас нужна твоя помощь нам. Ты человек из парламента, ты человек, который знаешь всю эту кухню, ты понимаешь, как это все работает. Но ведь сейчас выстраивать отношения с украинским парламентом самое время. Почему бы? Хусейн говорит: да, это очень интересно, это очень интересно. Ничего из этого не было сделано, не было даже попытки сделать с его стороны, хотя это абсолютно его прямое было бы дело, да? Он бы мог прекрасно оказаться вместе с правительством и заниматься одним и тем же делом. То, что потом сделали за него правительство, то, что сделал за него потом Ахмед Закаев, выстроил отношения с парламентом и добился, чтобы было признано. Так вот, когда это был июль, и это было время, когда Гончаренко уже выступил с инициативой, и когда Сергей Гармаш написал петицию, то есть это было все вот это время ожиданий. И когда уже в октябре пришла такая новость удивительная, да, что Верховная Рада Украины признала факт оккупации Чеченской Республики Ичкерия, мы все ликовали, огромная победа правительства, и начинается атака со всех сторон.
Джамбулат Сулейманов с Анзуром Масхадовым, Саша Сотник приглашает Аслана Арцуева, тот говорит, ну я же вам говорил, Саша, помните в машине, что меня обвербовал Ахмед Закаев, а признаете ли вы правительство? Спрашивает Саша Сотник. Нет, я не признаю, у нас есть другие прекрасные лидеры, Хусейн Исханов и Идигов. С другой стороны, и вдруг я вижу, что возникает какая-то новая партия, какой-то логотип, а этих людей я всех знаю, то есть эти люди начинают себя безобразно вести, вот такие люди, как Альви и Ибрагим, они начинают безобразно себя вести уровня, ну, совсем последних троллей, то есть вот как макаки на Фейсбуке с какими-то вот ерничаниями, с каким-то страшным стилем. Я всех их поудаляла, потому что я даже еще не понимаю, в чем дело, но они просто так задираются. И потом вдруг выясняется, что еще какие-то люди из Европы поддерживают это движение. И люди-то оказались кто? Люди, которые живут в Европе и которые ездят в Чечню прекрасно, и которые боятся показать свое лицо рядом с Ахмедом Закаевым, хотя это было необходимо. Сколько мы провели съемок? Эти люди, может быть, попадут в кадр, потом говорят, ой, не показывай меня, что я рядом с Ахмедом Закаевым, потому что у меня родственники в Чечне. То есть они продолжают ездить туда, жить в Европе и прекрасно общаться вот с кадыровской этой всей публикой, и боятся показать свое лицо с Ахмедом Закаевым. Это о чем говорит, друзья мои, о чем? Кто у нас главная мишень, против кого направлена агрессия Кадырова и Путина? Все, тот же Ахмед Закаев. Вы не находите странным действия демократической чеченской партии? Если бы я не знала, кто стоит за этой партией, я бы еще, может быть, отнеслась с каким-то уважением к этим людям. Ну, простите, я этих людей очень-очень хорошо знаю их уровень. И знаю их подход, и понимаю, что там за технологии, откуда идет финансирование. И я понимаю, что эти люди не в состоянии ничего сделать, кроме как, ну, нагадить, там, конечно, вцепиться в ноги Ахмеду Закаеву, держать его как гиря, да, чтобы ему было еще труднее. Ну, не более того, потому что они бессильны. И чеченское общество их, конечно же, не поддерживает, потому что они придумали какую-то искусственную тему обвинения Ахмеда Закаева в том, что он исламский радикал и хочет навязать всемирный халифат, и мы, Курочкины, тоже являемся шариатчиками. А про Хусейна Исханова я выскажу только большое сожаление, потому что этот человек сделал что-то с собой не то. Он не боялся скрывать свое лицо, он выступал на камеру, тут претензий к нему быть не может, но почему-то этот человек решил в какой-то момент, и вот это вопрос, да, вот он еще в самом начале, ну как в начале, 2000 год, снимается, а вот это кадры, если они документальные, то это 95-й год, как заявлено в подписи в «Медузе», написано, что кадры из фильма Балабанова «Война», 1995 год, площадь Минутка. Я еще раз говорю, больше нигде этих кадров я не нашел. Нигде этой пленки нет. Она, наверное, есть на Лубянке. Откуда взял Балабанов? Ну или еще где-то, я этого не знаю. Так вот этот человек почему-то выбрал совершенно другой путь. И сейчас вот все, что хочется ему пожелать, пригласить, наверное, вот этого Путина в свою партию. Потому что ведь совпадают же нарративы-то на самом деле. Идеи совпадают. Ну позовите его, и будет у вас отличная демократическая партия, в которую вступит Путин, потому что он говорит то же самое. Человек, который принимал законы в парламенте, именно он, находясь в парламенте, принимал вот эти поправки о шариатском суде. Ну вот и делайте выводы. Ну, дело в том, что ичкерийцы, они говорят совершенно определенно, что есть причина, еще одна, согласно которой Хусейн Исханов так себя повел. И они называют эту причину. Я думаю, что вы тоже знаете эту причину, просто мы сейчас публично ее не обсуждаем.
Но это очень нехорошая, веская информация. Я был в 96-м году, попал в плен. Тоже такая интересная просто история. Попал в плен, на второй день меня вывезли в Лефортово, меня с моим братом в Лефортово. Потом через месяц нас обменяли на одного подполковника и одного капитана ФСБ.